Мы прибыли. Знаем места. Вот эти контейнеры перевернутые на улице. Блин, шикардос, погода, блин, огонь. Плюс 9. Все он текет с крыш. Мы еще не успели заехать. Нас уже ожидали, он уже у входа. Выговор с Мурманска. Да, вот сюда, вот подъезжайте. Грузили бы не так, как разгружают. Давайте, все, мы вас ждем, говорит. Все уже почти разгрузили. Машина вот такая чумазенькая у нас. Ничего. Тиранем. Заполнили сейчас все документики по машине и по авансовым отчетам. Сейчас поедем меняться. Да? Ну отъезжай тогда, что? Ну все пусто, что? Давай отъедем и закроем. Ну отъедем 5 метров. В принципе, так ворот закроются тут. А, там машина стоит, блин. А, дай залезу. Иди, бумажку, Да, пойду туда. Нет, сюда. Сейчас пойдем заберем доки, теночки и помчим. А вот они, доки. Все забрал. Блин, оброс чуть надо было привести себя в порядок. Сейчас на базу приедем, время будет. Схожу, пойду. Приведу себя в порядочек. Напарник спит, он уже дома. Он уже дома. Ну что спишь, сидишь уже дома одной ногой, да? Отъезжай. Поехали отсюда. Все, забрал я. Вот там ворота. Подожди, я закину палки закину. Да, палочками закинуть. Кое-что у меня тут кое-что хочу сделать. Вот с такими палочками. Так, а где наши эти распорочки? Не положили. Нехорошо. Надо распорки положить, блядь. А их бросили, блядь. Вон, стоят. Смотрите, выгрузили свое, бросили все и ничего им не надо, блядь. Вот. Пальцами закрываем. Раз, и два, оба. Закрываем и срулюем до дому, до хаты. Все доки забрали. РФ у нас чуть-чуть отклонился. Заливали в склянь. Прям гоцелок ушел. Так, отлично прям. Все, прям на базу. Доброго утрища. Погода огонь. Солнышко. Блин, уже пригревает даже. Сегодня у нас 23 марта.
Находимся мы на уже известном складе в Домодедово. Здесь мы уже грузились с вами. Кто смотрел видосики там первые, одни из первых там. Будем грузиться на Якутск таблеточками. Ну а потом будем еще и хавкой догружаться. Поэтому напарник у меня уехал отдыхать. Будем работать одного месяцок. Потом поедем отдыхать мы. Около мая на майские праздники. Будет у нас тепло уже, все расцветет, подсохнет. Можно будет что поделать дома. Народ он подъезжает на автобусах работать. Блин, класс, да? Радует. Вот наша ласточка, кормилица. Вчера до ночи я ее полоскал, купал. Но успел вроде помыть. То была вообще чушманская машинка. За один рейс в Мурманск мы ее всю шатали. Вот так вот помылись. Вроде нормально. И давайте откроем. Пускай открытая. Опа. Проветривается, пускай. Тут подмели. Резиночки две слетели, натянул я. Вроде поронок ничего нет, и все. И все отлично. Здесь все хорошо. Ворота помыли. Все помыли вчера. Вон, запаска только. Вот такая же машина была, как запаска. Вчера сюда позвонил. Спросил, во сколько будет погрузка. Они сами не знают. Говорят, приезжайте с утра. И будем решать. С логистом созвонился вчера. Решили вечерком проехать по МКАДу. Проехал. Здесь уже был где-то 10 вечера. Заехал, пропуск взял. Дабы хорошо все знаю здесь, как заезжать. Все без проблем. Все, залетел. Он встал, переночевал. Так, менеджеры здесь работают с 9. В 9 пойдем, все узнаем. Дадим свои доки. Пускай записывают. Пока будем ожидать, пойдем посмотрим киношку какую-нибудь. Начались мы грузиться, как и в прошлый раз. Сейчас на 6-м складе закинут палеты 4-3 и потом двинем вон туда, на 10-й склад. Сейчас мы уж повели, сказали, чтобы водитель присутствовал. Пойдем зайдем в склад. Будем смотреть. В тот раз грузили они сами. Мне нужно было сейчас. Вот им будет за собой. Водитель там был. Так, вот подождем. Закинем. Отъедем
Все строго, ворота закроем. Доедем, ворота откроем. Подъедем 11 воротам, поставим и пойдем вовнутрь. Я думаю, быстро, если все готово. Там что, закатят. И побрем. Потом в Москву. Еще там догрузить надо будет. Ну, как, в принципе, и в прошлый раз. Ничего нового нету. Мы пойдем чайку попьем. Вот утром позавтракал, до сих пор неохота есть. А время уже 6 час. Ну, сегодня здесь погрузимся, завтра там, и завтра уже стартанем на Якутск. На улице также тепло. Отлично. Погода радует. Ну, наконец-то мы выехали с Москвы. Загрузились, перегрузились. На этот раз, в принципе, часа, наверное, 2 догружали. Все быстренько. Не как в тот раз, когда мы перегружались целый день. Вечером как выехали. Время вот уже 3. Ногинск проехал. Вообще прям отлично. Погода плюс 11. Пробка была, блин, вообще на МКАДе ужасная. Сейчас. Хорошо. Весна. Машин, в принципе, не очень. Две полосы разгрузил. До Ногинска вообще было невозможно ехать. Камера 400 метров. Ограничение 60. Камеди радио 102,5 FM. Мы с вами скоро будем Миша прощаться. продают он. 4-й час самого серьезного шоу заканчивается потихонечку. И сейчас 3 часа дня. Возможно, вы уже стороны покушали. флаги продают. Возможно, уже еда вам предлагается. И с этой стороны флаги он продает. Немножечко рубит. Поэтому пилим Полотенце. полезные советы, как Кукурузка. на работе. Погнали. Самое серьезное шоу. Даже когда голыми проходим через металлоискатель. Он 1300 км у нас до заправочки. 10 экспресс До первой. которые помогут мне уснуть на работе. Так, добавьте Так света. что Наши это будем биологические где-то завтра совершенно заправляться. идут на освещенность. Цвета становится недостаточно. Сегодня планирую часов до 12, наверное, до часа проеду, потому что выспался, 2 ночи спал. Нормально. Я вот сейчас представил, что какой-нибудь шахтер нас сейчас слушает такой, да? Ребят, давайте. Километражу сколько проедем, столько проедем. Очень долго выезжали с Москвы до Памкаду. Много времени потеряли. Ну ничего. Предварительно у нас разгрузка 4 числа стоит. Ну, я думаю, приедем раньше, если все будет в порядке. Так что будем ехать. Посмотрел, вроде дорога нормальная, чистая. Сказали еще, что как приедешь в Якутск, может быть, уже закроют переправу ледовую, потому что погода не очень морозная, зима не очень-то морозная была. Течение там на Лене очень большое. Снизу могут лед подтаять, подмыть и могут уже закрыть. Потому что у них обычно там дома аж катаются, а этот раз эту зиму будет, наверное, пораньше. Поэтому либо в Нижнем Бестяге будем разгружаться, либо в Якутске будем разгружаться.
двигаться дальше. Ну что, ребята, вот такая беда. Взорвалось колесо, блин. Сейчас пойдем, конечно, пластик поищем. Хотя его и не хрен искать, она взорвалась. Так, что у нас? Неприятно, неприятно. Взорвалось колесико. Будем делать. Ставим запасочку. Понятно. Так, ну облицовка вроде целая, блядь, нижняя часть. А верхний, пиздец, хлам разлетелся. А? Да. Да. Сейчас вызову, потом буду менять. Так. «303 километр, М7. Нижний Новгород. Да, но я тут на развороте встал в середине, прям чуть-чуть не доехал, проехал, встал. Хорошо ожидаю. А что мне можно там запаску ставить или пока не надо? Хорошо ожидаю. Верхний пластик разорвало вообще. Нижний пластик вот остался целый. Этот вот. Подкрылок тоже целый. Как я не раздавил еще. Вызвал сотрудников ГИБДД. Будем оформлять. Хорошо, здесь островок был, чуть-чуть проехал, прям вот, не знаю, метров, наверное, 15. Повезло. На середину, блин, на разворотную встал. Хорошо, места много. А то обочину вообще не знаю, как стоял бы. За ящичком. Доставали. И раз. Два. Три. И это как раз. Оп. Шпоп. Шпоп. Дальше раздавят нафиг. Не будем дальше убирать. Что, сухо, чисто, можно поковыряться. Как
только подлезть туда теперь. Так, тут низко. Наверное, полезем с той стороны. Давайте снимем ключики, чтобы не поломать их. Ключики уберем. Опа, домкрат. Засунем. Конечно, вообще его поднимем там. Монтажечку. И полезем вот с этой стороны. Растормозим еще прицепик. Не подлезешь больше. Только отсюда. Чёртовы рудники. Так. Поставим подвесовку. Поставим вот под балку. Время 10. Оформили у гаишника справочку. Вот. Так вот так. Выглядит колесико. Диск вроде нормальный. Ничего не случилось. Долго оформляли. Мы поставили грязное колесо. Так вот подкрылок вырвало весь. Бордовик вырвало. Ну ничего страшного, бывает. Все бывает. Сейчас будем двигаться дальше. Колонному сообщили. Гаишников вызвали. Все оформили, как положено. Сейчас тут соберем, бардак уберем. Вот подкрылок остался. Не подкрылок, это нижняя часть крыла. Вроде бы как целая, а может и не целая. Но если оторвалась, значит крепежки по-любому оторвались. Почти доехал до Казани. Отдыхаем. Время у нас вышло. Что по поводу вчерашнего? Вот так вырвало подкрылок весь, взорвалось сразу. Но машину ничего вроде не повело, так чуть кинуло. Декоративные детали отлетели. Вот сам подкрылок отлетел вверх. Тоже крепежка оторвалась, пластик. Поставил запаску. Вот колесико взорвалось прямо вот в середине. Диск вроде нормально, ничего не погнул. Колонному все документы по страховке скинул. Ходил, собрал куски. Верхний, вот этого верхнего пластика не было вообще. Он развалился, прям разлетелся по кускам, там валялись
щепки. Вот эта часть целая вроде бы, но может быть крепежки только вырвало чуть-чуть. Так, сама это там пластик целый. Дрезевая пластинка тоже целая. Как это? Водоотталкивающая, чтобы вода не вылетала. Водосборная. Вот эта вот защита тоже целая. Положил сюда. Там может быть крепежки, может быть что-то как-то. Я не смотрел, не разбирал, не доставал еще. Так, вроде шланги все на месте, все нормально. Еще не задело. Вон колесо чуть пирануло. Ну, это совсем чуть-чуть шланг. Так, больше ничего вроде не задело. Тут обошлось, все нормально. Вчера я должен был еще доехать до Казани. Были такие планы у меня. Но вот, потеряв 3 часа на оформление документов с сотрудниками ГИБДД. Вот. Проехал, что там немного, часа 2, наверное. Встал на стоянку в час ночи. В 7 утра встал, двинулся дальше. Ну, сейчас в кафешке мы покушали. Уже отстоялись, наверное, время. А время, сколько у нас, полчасика было. Из 45 минут, 15 минут останавливался в машину, фотографировал всю для страховки.